На «Эхе Москвы» в Уфе программа «История башкирских родов». У микрофона Руслан Валиев. У нас в студии Салават Хамидуллин, руководитель автономной некоммерческой организации ШЖР. Здравствуйте. Мы продолжаем цикл передач об истории башкирских восстаний. И в прошлой программе мы начали говорить о восстании Емельяна Пугачева и, конечно, об участии в этом историческом событии башкирского народа и национального героя башкир Салавата Юлаева. Остановились мы на событиях 1773 года, когда первые военные успехи стали происходить у повстанцев на территории исторической Башкирии. Продолжим говорить о том, как события развивались дальше. В прошлой программе мы упомянули, что первая карательная экспедиция генерала Кара, или генерала Каро, как его называли, потерпела поражение. Генерал Кар был отозван, отправлен в Москву. Ему обструкцию устроили, он там уехал в имение, в депрессии там перебывал несколько лет. С оставшимися правительственными войсками остался генерал Фрейман, который стоял под Бугульмой. И больших групп войск пока там не было. Все же были крепости на территории Оренбургской губернии, крепости, заводы, в которых стояли гарнизоны. Как я уже говорил в прошлой программе, Пугачев начал рассылать разных эмиссаров по разным уголкам Урала. И к Челябинску отправил своих предводителей, к Уфе. Сложилось 4 повстанческих центра. Уфимский повстанческий центр, Челябинский повстанческий центр, Кунгурский повстанческий центр и Мензелинский повстанческий центр. Про Челябинский я в прошлой программе говорил. Туда ушел полковник Иван Грязнов, симбирский купец, бывший совесть и честь движения Пугачевщины, как представитель наиболее сознательной части движения. Вот красноречиво все это описал о причинах этого бунта. И вот с ним были башкирские предводители Иса Туктаголов, Юламан Кушаев, плеяда деятелей, которые посадили Челябинск, и вот там находились. В итоге 2 февраля Челябинск был взят, генерал Деколон, который оборонял Челябинск, вынужден был из города отступить. Долго вели там позиционные бои. Там был не один генерал, в той же области находился Станиславский, но они были настолько напуганы вот этим движением, что вели себя крайне трусливо, не хочется говорить, нерешительно, в общем-то. Допустим, генерал Станиславский вот встречает отряд башкир, и башкиры, как они пишут в кавычках, на переговорку высылают своего человека, тот подъезжает и передает генералу Станиславскому: ты, генерал, сюда не ходи, не то тебе тут худо будет. Он послушался, повернул, ушел и закрылся в Орской крепости, и там чуть ли не полгода сидел. Деколон тоже, в общем-то, безуспешно пытался в Исетской провинции воевать, это вот нынешняя Челябинская область, но в итоге был вытеснен из Челябинска, и пугачевцы полностью стали хозяйничать. Самое страшное, что ни на кого там надежность, не как во время башкирского восстания. Вот и тут башкиры. И все казаки, и все русское население однозначно мобилизуется и вот стоит. По национальной линии раздела все это происходило. А здесь страшно было для властей сама вот эта идеология Пугачевщины, где он сказал: да, нету тут разницы никакой, мы все подданные. И даже генералы уже не могли на верность своих солдат. Вот он стоит в какой-то крепости и не верит вот этим обывателям и казакам, которые в этой крепости. Потому что они могут в любой момент ворота открыть и там ночью впустить, да, пугачевцев. Дух измены, да, как вот писал Фанвизин генералу Бибикову. Ведь, говорит, не Пугачев важен. Пугачев — это чучело, которую, значит, вертят яицкие казаки. Ведь не Пугачев важен, а важно всеобщее негодование. Ни на кого нельзя положиться. Ведь любое государство, оно держится на чем? Существует некий консенсус. Вот мы признаем это государство. А когда у людей в основной массе пошатнулась вера в легитимность этого государства, представляете, все, ничего не работает. Ни законов, ни на кого нельзя положиться. Все становится очень зыбким. Ну, подобная ситуация в 17 году привела к известным последствиям. Вот, тут, в общем, похоже было, да? То же самое вот это и было. А в прошлой программе я забыл сказать, что был секретарь такой Дубровский, военный коллеги Пугачева, он был дворянин, едва ли не единственный, там еще был Швайнович, с которого потом капитанской дочке Пушкин срисовал образ Швабрина. Так вот, этот Дубровский, дворянин, перешедший на службу Пугачеву, писал, что во всем начатии дела и возмущении виноваты яицкие казаки, которые, соединившись заедино, думаю, с башкирцами, решили отменить учиненную им якобы неволю. То есть, что в основе движения как раз союз башкир и казаков. Это действительно так. Костяк движения — группа служилых классов, участвовавших в Пугачевщине. Другая группа повстанцев пошла на север от лагеря Пугачева, я уже говорил, это Каранай Муратов, сотник Бурзянской волости, Каскын Самаров, Канбулат Юлдашев, ну там целая группа повстанцев, захватили Стерлитамак, потом Богоявленский завод, Красноусольск нынешний, это же все были крепости, пришли к Уфе, Уфу осадили, потом эта группа повстанцев осталась осаждать город, и здесь они разделились. Каскын Самаров пошел к Бугульме, где стоял генерал Фрейман. Но он не хотел напасть на Пугачева, а дело в том, что как раз из Польши 2000-й башкирский корпус вернулся, который подавлял восстание конфедератов, вернулся, а тут на родине
Башкирия в огне. И стоят, генерал Фреймин забрал к себе, вот они тоже стоят под Бугульмой. И Каскан Самаров решил их переманить на свою сторону. И ему это удалось. Подъехали они незаметно, отправили туда посланцев, которые возмутили всех их. И вот человек 200-300 не перешло. Остальные все перешли. Не перешел, кстати, отряд Кулы-Балтачева, село Старобалтачево, старшина Таныпской волости. Остальная вся масса перешла на сторону Пугачева. Они тут по пути напали на отряд Осипа Тевкелева, это сына того знаменитого палача башкирского народа Алексея Тевкелева. Разбили отряд и казнили Осипа Тевкелева, майора. Секунд-майор у него было звание. Вот такая ситуация. И потом восстание приобрело еще 2000 воинов, которые, причем. Да-да, ветеранов польской войны. И все, начал вот это разрастаться, весь этот ком. А Каранай Муратов из-под Уфы пошел на север, строго на север, захватил Бирск. От Бирска пошел, захватил деревню Косево, нынешний Нефтекамск. Оттуда через Каму переправил своих агитаторов в сторону Сарапола. Те Сарапол, весь Удмуртский край возмутили. Потом пошел на Ижевский завод, захватили это город Ижевск, Варзин-Алексеевск, Воткинский завод, все это возмутили. И уже огромной массой с севера подошли к Мензелинску и осадили Мензелинск. В Мензелинск это было очень важно, форпост, причем такая башкирская Голгофа, ведь там после подавления 1735-40-х годов была казнена основная часть башкирских предводителей, в том числе и дед Караная Муратова. Но есть такая версия, что Алдар Исикеев, он дед Караная Муратова, пришел. И почему еще весь Мензелинский уезд, он же был населен башкирами на процентов тогда вообще, наверное, на 90. И поэтому важно было возмутить весь Мензелинский уезд. И это у Караная Муратова прекрасно получилось. Осадили Мензелинск, потом пошли с войсками по Закамской засечной линии. Его сподвижник Нагайбак Асанов, это старшина Юрмийской волости, он жил в деревне Азнакаевского района Татарстана, Урсаева, по-моему, деревня. Нагайбак Асанов со своим отрядом пошел по засечной линии, захватил Заинскую крепость. Другие отряды Караная Муратов осадили Елабугу, захватили села Мамадыш и так далее. И вот подошли к Каме. С другой стороны. Да, вот с этой стороны Камы, на той стороне уже Казань. До Казани там 50 километров. Верно. Это декабрь 73-январь 74 года. То есть проблем с передвижением в зимний период не было? Если изучаешь документы, они наоборот, им было гораздо легче, башкирской кавалерии, передвигаться зимой, поскольку реки все заморожены. Иди вот, пожалуйста, по льду проходишь. Единственная, значит, проблема с фуражом, но, вы знаете, башкирская лошадь, потом показал опыт Отечественной войны 812 года, изгнания Наполеона. Они там в лесах, это Смоленщина, они даже хворост едят, понимаете, когда травы нету, тибеневки нету и так далее. С этим проблем не было, тем более, что в армии Пугачева было прекрасно налажено снабжение. Фураж подвозили, провиант, порох и так далее. И вот все, стоят под Казанью. И тут приезжает новый главнокомандующий второй карательной экспедиции генерал-аншеф Бибиков. В таком подавленном настроении, там едет по Казани, и тут к нему подскакивает какой-то всадник, и народец какой-то, и кричит ему: поторопись прекратить свои тиранства, мы тебя достанем, мы люди чести. И ускакал, короче. Тот вообще в депрессняк, типа уже Пугачев, говорит, уже в городе ездят. Пока туда, в Казань, подтягивались войска, оттуда, значит, собирались начать наступление. На этой стороне, во всей Оренбургской губернии, пылает пожар. Захватываются села, города. Теперь, значит, Салават Юлаев, кунгурский повстанческий лагерь, захватив Красноуфимскую крепость, которая сдалась без боя, красноуфимские казаки полностью перешли в войско Салават Юлаева, он там поставил своего коменданта, атамана, и с этим войском пошел в Кунгур. Кунгур — это тогда столица Пермского края. Осадил. Он туда пришел где-то, даже к середине января пришел. А уже с декабря, чуть ли не месяц, этот Кунгур осаждали местные гайнинские башкиры, предводители, полковники Абдей Абдулов, Батыркай Ткинин, целая плеяда башкирских предводителей. Они тоже уже все там захватили полностью, села, крепости и так далее, и так далее. А Ягошихинский завод, это нынешний город Пермь, оборонял известный потом родопромышленник Исмаил Тасимов. Он был на стороне правительства. Со своим отрядом фактически он оборонял этот завод от повстанцев. Вот такая ситуация. Приходит Салават Юлаев, сразу берет под свое руководство. Тут же прибывает отряд Ивана Кузнецова, табынский казак, тоже полковник, так же, как и Салават. Оба они бригадиры потом стали, бригадирами пугачевскими. И вот начинают осаждать. У Салавата Юлаева 3000 бойцов, у того где-то там 1000 бойцов, казаков и крестьян. И вот осаждают, безуспешно не могут взять город. Несколько раз им удается туда ворваться, в Кунгур. Но вот благодаря слаженной обороне, которую, кстати, оборону города возглавил купец Хлебников, купец, потому что воевода Миллер, испугавшись, убежал из города. То есть город был, вот, пожалуйста, заходите, гости дорогие, берите, что хотите. И если бы вот этот купец Хлебников, Иван, не организовал оборону Кунгуру, то Кунгур тоже пал бы. И вот безуспешная вот осада идет. Салават Юлаев в конечном итоге получает ранение под Кунгуром, и ему пришлось отбыть на родину в конце января для излечения.
Когда сложились 4 вот эти повстанческих лагеря, правительство наконец-то сумело уже мобилизовать силы и начинает свое наступление. Бибиков прибыл, он, кстати, с Турецкого фронта, как раз вот шла русско-турецкая война. Бибиков начинает движение от Казани к Оренбургу по Новомосковской дороге. Одновременно рассылает отряды. К Мензелинску он отправляет полковник Бибиков, однофамилец генерала Бибикова. Этот полковник наносит поражение всем вот этим войскам, которые осаждали Мензелинск, Каранай Муратова и так далее. Те откатываются. Вот за счет чего удавалось нанести поражение? Правительственные войска были более обучены или они Ну, превосходили по понимаете, к численности? концу 18 века военная тактика, военная техника, она уже достигла таких высот. Уже практически невозможно было нанести и регулярной кавалерии, будь то башкирской, будь то казачьей. Уж я не говорю про крестьян вообще. Одним залпом картечи просто там всех рассеивали и все. Здесь уже было, практически невозможно. Особенно, если перед тобой пехота. А поскольку башкиры и казаки — это кавалерия, тем более нерегулярной кавалерии. Тут регулярно эта кавалерия ничего не могла сделать с регулярной пехотой. Построенная в каре, в 3 ряда, непрерывно ведет огонь. Первый ряд стреляет, заходит за 3-й ряд, ружья еще заряжались с дула. 2-й ряд выдвигается, становится на колени, стреляет. 3-й ряд, который был, переходит на 2-й ряд. Постоянно вот это чередование, цепь каре, она была непробиваемой. Между ротными каре стоят пушки, которые тоже палят картечью, то есть не ядрами, картечью. Один залп картечи, всю кавалерию смели. И вот идет полковник Бибиков на Мензелинск, наносит поражение в ожесточенных сражениях. Он удивляется вот этой свирепости и упорству пугачевцев, которые там, неся просто колоссальные потери, стоят и продолжают. Но в итоге к Бакалам отступили, в Бакалах была ставка. Потом и туда пришел отряд майора Перского, оттеснил их. Потом, правда, они Каранай Муратов, потом атаман Тарнов отыграли, атаковали Бакалы, захватили персиянинов, он был персом по национальности, захватили Бакалы и убили этого майора Перского. Но, тем не менее, все, с Мензелинским лагерем практически было все покончено. Тем временем основные силы Бибикова подходят к Оренбургу, и 22 марта под Оренбургом, под Татищевой крепостью разыгралось второе, скажем, генеральное сражение между главной армией Пугачева и царскими войсками. 8 тысяч пугачевцев было и 2-3 тысяч правительственных войск. По 6 часов идет битва. В итоге 2500 повстанцев убиты. Со стороны правительственных войск 140 солдат было убито. Голицын, один из генералов, который шел в корпусе Бибикова, пораженный храбростью повстанцев, сказал: «Дело столь важно было, что и не ожидал такой дерзости и распоряжений в таковых непросвещенных людях в военном ремесле». То есть признал. Они признавали, потому что даже вот на турецком фронте там не царская армия, она примерно соизмеримые потери несла. И все, был разгромлено Пугачев. И что делать Пугачеву? Как описывали, Пугачев там в депрессию впал, лежал в палатке, плакал, что все пропало. А как он уцелел тогда? То есть, получается, он покинул это место, куда-то уехал? Но он же непосредственно в бою не участвовал, он же как Император. главнокомандующий стоял, был разбит, просто они отступили, бежали в сторону от Оренбурга. И все, у него была одна мысль — бежать вниз по Яйку, потом собрать ватагу, и потом у него была идея вообще, как Степан Разин, куда-нибудь уйти в Персию, в Иран, и там наняться к иранскому шаху, как обычно казаки и делали. Потом ведь иранские шахи из казаков тоже свои казачьи корпуса создавали. Вот была такая идея. Но пришли башкиры. Кстати, вот этот эпизод описан в истории Пугачева и у Пушкина. И сказали: «Ты уверял нас, что ты государь. Я обещал, Оренбург взяв, сделать, чтобы оной губернии не быть, чтобы мы были оной неподвластны. И теперь хочешь бежать и нас оставить на такую же погубу, которую за мятеж терпели отцы наши, которых казнили смертью. И так мы до того времени тебя никуда не упустим, покуда ты действительно не исполнишь свое обещание». Мы не дали ему бежать. Тут пришел Кинзи Арсланов и говорит ему: «Давай, государь, пошли в Башкирию, я тебе через 10 дней 10 тысяч войска поставлю». Пугачев, куда деваться? Все, пошли внутрь Башкирии. В Белорецкий завод пришли, там картина даже была, приход Пугачев в Белорецкий завод, Овсяно-Петровские заводы. Он из крестьян собрал войско, башкиры поставили, там несколько тысяч человек. В итоге... А в то время Стерлитамак и Уфа были под властью повстанцев или правительство тоже? Повстанцев пока еще были повстанцев. Вот. Туда идти по, скажем, равнине было, в общем-то, опасно, да, и поэтому решили уйти вглубь, в саму вот эту лесную зону, и пройти вот так насквозь в Исетскую провинцию. Что они и сделали. Дойдя до Белорецка, сколотили большое башкирское из заводских крестьян войско, вышли в Зауралье и пошли вот по этой Яицкой линии, захватывая крепости. Захватили крепость Магнитную, это Магнитогорск нынешний. Троицкую крепость захватили, это сейчас город Троицк. И там ряд крепостей. Но под Троицком Пугачева опять догоняет Деколонг, и происходит сражение. Генерал Деколонг, у него что-то, вдруг откуда-то решительность появилась, и он напал на основное войско.
Происходит сражение, Пугачев там полностью разбит, уже вторично получается. Опять у него такой критический момент. Бежал к озеру, по-моему, Аргази, Челябинской области, в Башкирской волости, на территории нынешнего Аргаяшского района бежал. К нему приходят опять вот эти башкирские предводители, говорят: все спокойно, государь, не волнуйся, сейчас мы тебе снова войско сделаем. Неделю он там прячется, за это время опять башкирские старшины производят мобилизацию, он на радостях, что вот опять новое войско у него, одному дают звание фельдмаршала, этому Базаргулу Юнаева, Юламан Кушаев, который тоже усердствовал в наборе нового войска, ему генерала дает. И вот с этим войском он дальше движется. То есть к тому времени в его войске, по сути, были одни башкиры практически. И да, где-то там казаков, я не знаю, ну, может, там пару сотен, там несколько сотен крестьян заводских. Дальше он идет на север. 6 генералов не могли поймать Пугачева. Но тут один подполковник под фамилией Михельсон по разведке узнал, как движется Пугачев, вышел из Уфы и пошел на перерез на территорию современного Салаватского района, зная, что Пугачев туда движется на соединение с Салаватом Юлаевым, который тоже собрал там 3000 войско. И пока Михельсон двигался, Салават дал им несколько боев. Ну, мы отдельно потом поговорим об этом. Значит, всячески препятствуют Михельсону движению на восток. Но в итоге они соединились под Кигами, Пугачев и Салават, и под Кигами сразились с Михельсоном. Ни одна из сторон не выиграла и не потерпела поражение, но поскольку Михельсон, он был уже измотан в предыдущих боях, ему пришлось отступить в Уфу. А Салават и Пугачев двинулись дальше с главным войском, пришли к крепости Оса, 3 дня осаждали крепость Оса, сейчас Пермский край, город Оса. Оса была взята. Салават Юлаев опять был там ранен в штурме под Осой, отбыл на родину, и Пугачев после Осы с своим 20-тысячным войском, из которых, там он, кстати, опять крестьян кучу набрал, 20-тысячное войско, из которых 10 тысяч было башкир, пошел в свой последний решительный бросок к Казани. В июле подходит к Казани, впереди идет башкирская кавалерия, как показывал один из участников боев, башкир Хамза Баязитов. Башкирцы шли впереди Пугачевой толпы, будучи чрезвычайно порублены, то есть приняли на себя основной удар полковника Толстого, который оборонял Казань. Казань была вся сожжена, за исключением татарской слободы, которую не тронули, ну и Кремль не смогли взять, в Кремле заперлись дворянство там и так далее. Вот так. Всей вот этой башкирской конницей в операции под Казани и до Казани вел вот Юламан Кушаев, генерал, башкир Каратабынской волости, вот из Аргаяшского района. После Казани они еще какое-то время прошли, и тут Пугачев решил переправляться на правый берег Волги, и тут башкиры сказали: все, вот мы сколько могли тебе служили, теперь у нас уже все, своя тема, да. И здесь они распрощались. Пугачев перешел на ту сторону Волги и пошел вниз по Волге. Как писал Пушкин, Пугачев бежал, его бегство напоминало нашествие. Один за другим сдаются поволжские города, не потому что он там что-то штурм убрал, просто атмосфера мятежа, просто все раскрывали ворота, вязали там всех гарнизоны, дворян вешали. Смерч пугачевщины катится по всему Поволжью. Царицын, он понял, что уже дальше все, повернул в степь на территории современного западного Казахстана, а тогда это была территория Яицкого войска, и там его казаки связали и сдали властям, поскольку казаки уже решили его головой, в общем-то, откупиться, себе прощение купить. В период шествия по Волге вниз правительственные войска как-то пытались преследовать Пугачева? Преследовали, всю дорогу за ним гнался Михельсон. Несколько раз догоняя, разбивал его в пух и в прах. Михельсон, подполковник. Получается, войско Пугачева каждый раз пополнялось новыми силами из числа жителей местных. Да, это как река. Вот река, она же течет, идет по пути наименьшего сопротивления. Также и здесь людская река просто текла, пополняясь, постоянно разбиваемые, гнавшись за ними Михельсоном. Но, тем не менее, вот так все было. Но что в это время происходило в Башкирии? Вот самое интересное. Ну, об этом, наверное, мы будем говорить уже в следующей нашей программе. Спасибо большое. Я напомню, что в эфире была программа «История башкирских родов». Сегодня мы во второй раз уже разбирали крестьянскую войну Емельяна Пугачева, участие башкирского народа, Салавата Юлаева. В гостях был Салават Хамидуллин, руководитель автономной некоммерческой организации ШЖР. Спасибо вам большое, Салават. Спасибо. И до новых встреч. До свидания.